Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Дискуссия». Всего несколько дней осталось до выборов депутаты парламента Республики Молдова, которые назначены на 24 февраля 2019 года. И всего несколько дней осталось подумать над важными вопросами. За какого кандидата голосовать, за какую партию голосовать и что ответить на вопросы по референдуму. Сегодня мы пригласили в нашу студию гостя Степана Кара, председателя молодежной организации Народно-патриотического союза «Девлет». Здравствуйте, Степан. Здравствуйте. Вы знаете, все знают, наши телезрители, что скоро парламентские выборы. Наступает сложный момент для гагаузского избирателя и не только. Как вы считаете, насколько информирован сегодня гагаузский избиратель, что за выборы будут, как голосовать, что нужно делать, насколько много информации в СМИ на сегодняшний день? На мой взгляд, сегодня гагаузский избиратель дезинформирован больше, чем он информирован или не информирован. Сегодня есть много информации у нас на территории Гагаузии. Это как из СМИ люди узнают, так нам сейчас часто приезжают определенные политики для того, чтобы вести предвыборную агитацию перед парламентскими выборами. И зачастую они говорят больше неправды, чем правды, для того, чтобы получить голоса наших избирателей. И баннеры везде, заезжаешь в Комрат, везде баннеры сразу Да, видно, что Комрат готов. Мы видим много и баннеров, много листовок, много газет, много заказных статей в интернете, много телепередач мы видим и так далее. Степан, вот предвыборная кампания действительно сложная и важная в этот период времени. Ваша молодежная организация помогает ли молодежи разобраться в этих выборах, в этих бюллетенях? Сколько их, как голосовать, что нужно для этого? Мы сегодня стараемся максимально всем нашим жителям рассказать и объяснить, что из себя представляет одномандатная смешанная система выборов в парламент Республики Молдова. Сегодня наши жители должны четко понимать, что один бюллетень – это один кандидат. Сегодня, по моему мнению, что на этих выборах мы все знаем, что будут 4 бюллетеня. Первый бюллетень будет за партии, второй бюллетень будет за одномандатных независимых кандидатов. Следующий бюллетень будет консультативный референдум, чтобы сократить количество депутатов парламента со 101 на 61. И четвертый бюллетень у нас будет, чтобы жители определенного округа могли отзывать депутатов в случае того, если они не выполняют свою предвыборную программу. На мой взгляд, в Гагаузии мы должны сегодня обращать внимание на два основных бюллетеня. Это первый бюллетень, это бюллетень за партии, и второй бюллетень, это бюллетень, который за независимых кандидатов. Да. И один бюллетень, это один депутат. Сегодня есть люди, которые идут по спискам партии и идут по одномандатным спискам как независимые. Мы четко должны понимать, что голосуя, допустим, приведу в пример конкретно вот партию социалистов, сегодня Александр Суходольский, он идет 19-м в списке партии социалистов. По социологическим опросам партия социалистов сегодня в стране набирает около 40%. И это говорит, что минимум 20 депутатов сразу после выборов партия социалистов будет иметь в парламенте, в том числе и 19 это Александр Суходольский. Но он пошел и по одномандатным как независимый. Соответственно, если наши люди, голосуя за него как за независимого кандидата, он уходит из списков. И получается, во второй десятке Гагауза не будет. И уже нашего как бы земляка. И на его место придет молдаван. Ну, имеется в виду не молдаван, представитель другого округа. Там, по-моему, идет... По-моему, господин Бурдюжа идет следующий после Александра Суходольского, если мне память не изменяет. И поэтому наши люди должны понимать, что сегодня у Комратского округа конкретно есть возможность, чтобы мы имели 2 депутата в парламенте именно от нашего округа. Это если наши жители будут, допустим, голосовать по одномандатным. Не за Суходольского, по одномандатным. Да, по одномандатным, если они будут голосовать за независимых кандидатов. А сегодня у нас в списке бюллетеня один независимый кандидат, это Николай Дудоглу. И, конечно, мы можем, чтобы у нас был и Николай Дудоглу в парламенте, как депутат парламента, и Александр Суходольский. Как это по партии. Да, как по партии. Получается, у нас для нашего города, я считаю, что будет очень большой плюс. Если наши жители будут голосовать по партиям за один бюллетень,
а по независимым будут голосовать действительно за независимых. Для того, чтобы мы сегодня могли максимальное количество иметь депутатов в парламента от Гагаузии. Ну, конечно, чтобы в дальнейшем могли решать те вопросы, которые связаны с нашим регионом. Мгм. А вот насколько нам известно, вот сегодня вы проводили тоже, ну, сейчас разные акции, агитации, и сегодня вы проводили с молодежью какую акцию, да? Можете рассказать, какова цель, что за акция, кто присутствовал? Сегодня мы собрали представителей молодежи почти со всех населенных пунктов Камрадского округа, включая Киритлунгу и Гайдары. Были Где было? Это у нас проходило в нашем центральном офисе, в В Камрате. да, в Мгм. Камрате, проходило в Камрате. Получается, мы туда пригласили всех желающих ребят, не только тех ребят, которые состоят в нашей организации, для того, чтобы с ними пообщаться, узнать их настрой, узнать, как, как они видят, чем они могут помочь на парламентских выборах. И, конечно, мы им тоже также объяснили вот эту систему, Мгм. чтобы они могли дальше рассказать своим близким, родным, родственникам, для того, чтобы, ну, говорю, эти выборы Гагаузия очень давно ждала. В Гагаузии до этого, ну, никогда не было возможности, чтобы избрать независимого кандидата в парламент Республики Молдова. Потому что впервые получается. Потому что когда кандидат либо депутат находится в определенной политической партии, ну, к сожалению, он не может всегда высказывать свое мнение, потому что там у них есть фракция, на которой сначала до заседания парламента принимается решение, и потом уже, когда идет заседание парламента, получается, говорит только представитель фракции. Даже при желании сегодня депутат не всегда может высказать то мнение, которое у него есть. И вот именно, что мы не должны допустить, чтобы на этих парламентских выборах произошло то же самое. Сегодня, если мы будем иметь независимого кандидата депутата в парламент Республики Молдова от Гагаузии беспартийного, соответственно, он уже сам может принимать самостоятельное решение и сам может выходить к трибуне парламента, сам, да, ни от кого не зависеть и говорить те проблемы, которые у нас есть. Не советоваться с какими-то политическими лидерами и так далее. Сегодня по Гагаузии тоже смотрю разные передачи, читаю в интернете разные статьи. И много разговоров идет о том, что один независимый депутат ничего не сможет решить в парламенте страны. Как раз таки один независимый депутат, он и может там много решать. Почему сегодня большинство политических партий стараются, чтобы не попал независимый депутат? Потому что они боятся, что он начнет поднимать те проблемы, которые неудобны определенным политическим партиям. Сегодня, если у нас будет от Камрата независимый депутат, даже если в случае того, даже если он сегодня, если даже не захотят прислушиваться его мнения одного, сегодня этот депутат может прийти в Гагаузию, собрать народ, собрать митинги, выйти и вместе с этим народом уже дальше отстаивать интересы Гагаузии. А когда человек в партии, он уже зависим, он уже не может, он ограничен в своих действиях. Поэтому на этих выборах наши жители должны сделать очень тщательно обдумать, проанализировать действительно ситуацию и, конечно, сделать правильный выбор. Сегодня, если у нас будет два депутата, сегодня фаворит как бы в данной предвыборной гонке является Николай Додоглу. Если наши жители выберут его как независимого кандидата в парламент Республики Молдова, и у нас еще пройдет по спискам партии, если Александр, получается, у нас будет два жителя, я думаю, что они вместе будут работать во благо нашего города, во благо нашей Гагаузии. Главное, чтобы наши жители сделали правильный выбор и не отдавали свой голос и за партию, и по партийным спискам за партию, и по одномандатным независимым. Это очень важно, чтобы наши люди, они могут голосовать за любую политическую партию, какая им нравится, но за кандидатов, где по одномандатным округам идут конкретно независимые, нужно голосовать за тех людей, которые сегодня идут не при поддержке партии. Чтобы потом в дальнейшем от них, конечно, не зависеть. То есть сказали сделать правильный выбор. Как бы более старшее поколение, они, может, знают, они уже выбрали. А вот если возвращаясь к молодежи, есть ли у них какая-то конкретная позиция? Вот даже сегодня вы общались с молодежью. Готовы ли они к этим выборам? Знают ли они, что делать? Вот какая-то конкретика у молодого поколения. В начале, когда нашего собрания, когда мы с ребятами еще, ну, как бы общались до как бы
до начала нашего собрания общего. Многие ребята не понимают, что не понимали вот эту систему, которая, потому что Что за некоторые, система, да? да, что за эта система, потому что некоторые вводят в заблуждение, говоря то, что если вы проголосовали по партиям за определенную партию, то вы обязаны проголосовать за того же кандидата от этой партии по независимым. Это вводит людей в заблуждение. И люди должны четко понимать, что они имеют право и, на мой взгляд, должны проголосовать здесь за определенную партию, а по одномандатным за независимым, действительно за независимого кандидата. С молодежью мы общались, и, конечно, мне приятно, что наши ребята смышленые, они очень быстро все понимают, и нам удалось в ходе беседы, дискуссий объяснить им, что представляет из себя данная система. А вот Также к нам сегодня приезжал, с нами на встрече с молодежью был генерал Сергей Иванович Гайдержи, уроженец Копчака. С нашими ребятами пообщался. Да, рассказал о своей биографии. У него биография очень интересная. Оказывается, у нас в Гагаузии есть много достойных людей, история которых очень интересная, о которой мы не знаем. Он нам рассказал вкратце, и мы послушали его. интересно. А вот если касаться партий, на данный момент какая партия вообще пользуется популярностью? Или какая партия свои позиции спускает? Вообще, как Ну, вы учитывая, считаете? что наш регион Гагаузия, если брать в целом, она такая более пророссийский регион, ну, все мы любим Россию, я в том числе, ну, Россия это наш братский народ, я считаю. Конечно, у нас здесь сегодня имеет хорошие позиции партия социалистов, ну, потом после нее на втором месте идет партия Рената Усатова, после нее идет Демократическая партия, и потом уже идет партия Шора. А по независимым кандидатам сегодня у нас баллотируется 7 кандидатов. Это Александр Суходольский, Федор Минку, Нина Димогло. Эти все 3 кандидата они идут по партиям. Николай Догло идет независимый, Иван Кличик, Дмитрий Левентий и Татьяна Урсу от блока АКУМ. Сегодня все эти 7 кандидатов, они идут по спискам партий. Сегодня, повторюсь, они, идя по партиям, они становятся зависимыми. Автоматически. Ну, стоит ли доверять партиям или нет? Я считаю, что на территории Гагаузии нам вообще в Гагаузии пошло бы развитие, мне кажется, намного быстрее, если на территории Гагаузии вообще не было бы ни одной политической партии. Потому что всегда мы видим, что перед выборами политические партии приходят, наше население раздробляют, и наши люди после парламентских, после любых выборов, особенно после парламентских, они многое время даже не разговаривают друг с другом. Брат с братом, сосед с соседом, друг со своим другом и так далее. И даже так вот проанализировать, вот 4 года прошло с прошлых парламентских выборов. У нас большинство голосов отдали за партию социалистов. Что партия социалистов, какие финансы сегодня партия социалистов принесла для Гагаузии конкретно? Надо говорить так, как есть. Сегодня они никакие... То есть Гагаузия больше потеряла, чем Гагаузия приобрела? больше потеряла это, потому что сегодня ни один проект весомый для Гагаузии сегодня не был внедрен партией социалистов. 2 года назад мы избрали президента от партии социалистов. Вся Гагаузия работала на него, и наша команда работала на него. Мы помогали, чтобы он прошел и стал президентом. И в итоге, что 2 года прошло, что сделал для Гагаузии? Ничего. Что для молодежи нашей Для молодежи сделали? конкретно ничего не сделал. Сегодня обещают, что откроют рынок до конца марта. До конца марта. У нас сегодня уже февраль, а у нас овощи, фрукты, Имеется в все виду будет экспортировать в Россию? экспортировать в Россию. Да. Опять спекулируют нашими жителями любовью к России и так далее. Сегодня все мы любим Россию, и если кто-то критикует сегодня партию социалистов, это не надо говорить, что эти люди против России. Сегодня действительно, кто в России, эти люди показывают на реальных делах. Сегодня, я помню, когда были 4 года, почти 4 года назад у нас были и примарские выборы, были и башканские выборы, также и выдвигался и наш кандидат на эти выборы. И в интернете много статей было заказанных о том, что
наша команда против России и так далее. Но я напомню, что наша команда единственная, кто собирала подписи за то, чтобы вторым государственным языком был русский язык в нашей стране. Потом, когда в парламенте Республики Молдова в прошлом году стал вопрос, чтобы чтобы русский язык исключить. Тогда наша команда во главе с Дудоглу Николаем Халамовичем мы взяли, собрались командой и выехали в Кишинев на митинг. И тогда этот закон не приняли, приостановили это решение. Благодаря тому, что сегодня наша команда организовала немало митингов, митинги в поддержку русского языка, митинги в поддержку наших предпринимателей, чтобы не отменяли патенты. И много-много-много другое мы еще делали. И надо показывать любовь к своему народу, любовь к своему региону не просто красивыми лозунгами и баннерами, а действительно реальными делами. Сегодня, даже если брать, если уже мы начали говорить о социалистах, сегодня социалисты приезжают, ленточку режут на тех проектах, которые реализованы при помощи нашего гагаузского бюджета. А какое отношение они имеют к нашему бюджету? Они вообще никакого отношения не имеют к нашему бюджету. Они просто сегодня приходят из-за средства наших налогоплательщиков, пиарятся тут и забирают наши голоса. Это я считаю, что неправильно. И даже ходили слухи, чтобы бойкотировать эти выборы, что касается партии. Я даже где-то... Как вы к этому даже, относитесь? может быть, да, я даже, может, где-нибудь с этим соглашусь, потому что это будет более правильный путь для жителей Гагаузии. А молодежь как считает, лучше не выйти? Молодежь проголосовать? сегодня не определена. Нету смысла, да? То есть они считают, что нет смысла, если они выйдут и Молодежь проголосуют. сегодня не определена, потому что она, вот говорю, из-за того, чтобы одни партии приходят, обещают много, они за них голосуют, 4 года проходят, они для молодежи ничего не делают. Как это произошло и с социалистами. Молодежь, она не выходит на эти выборы, потому что она уже потеряла веру. А мы сегодня должны нашу молодежь стараться максимально вытащить на эти выборы и сказать им, проанализировать, попросить их проанализировать всех кандидатов, проанализировать политические партии, для того, чтобы они сделали правильный выбор. Выбор в пользу нас, молодежи, в пользу нашей Гагаузии. Сегодня и я в том числе, и другие представители молодежи, с кем я не общаюсь, они сегодня не хотят уезжать за границу. Они сегодня хотят работать, зарабатывать на территории Гагаузии, у себя дома, рядом со своими близкими и родными. Посмотрите сегодня, окончив сегодня университеты, школы, даже школы 9 классы, семьи уезжают вместе с нашей молодежью за границу. И что самое печальное, что сегодня эти семьи уже они не вернутся. А из-за чего это происходит? И происходит это из-за того, потому что у нас сегодня нет единства среди нашего гагаузского народа, которое должно быть, как это было в 90-е годы. А почему этого единства нету? Потому что сегодня все наши люди доверяют в определенный момент тем или иным политическим партиям. Вот поэтому у нас сегодня нету единства среди наших людей. Сегодня вы посмотрите, хоть одна партия, которая приходит в Гагаузию, там есть, чтобы руководитель этой партии был гагауз. Нет, там все сегодня представители из Кишинева. Они сегодня сюда приезжают для того, чтобы получить наши голоса и в дальнейшем 4 года сидеть в парламенте и решать свои вопросы. Сегодня мы не можем обязать партию социалистов, либо другую партию, чтобы они сделали что-нибудь для наших жителей. Мы их не можем обязать. А если будет наш житель, наш гагауз действительно независимый, тогда мы сможем его обязать, и мы с ним, конечно, если он будет независим, мы сможем каждый день иметь к нему доступ, каждый день мы сможем с ним беседовать, потому что сегодня должен в парламенте, в первую очередь, человек, который сегодня живет в нашем городе среди нас, и всегда находится с нашим рядом народом и знает, какие проблемы у нас. Таких людей надо избирать в парламент. Вот вы говорите за объединение, что нужно объединить Гагаузию. Вот почему вот ваша организация активно поддерживает Народно-патриотический союз Девлет? Потому что вы считаете, что это действительно действенный способ объединить молодежь Гагаузии? Сегодня Народно-патриотический союз Девлет и Дудоглу Николай Халамович, на мой взгляд, он является сегодня одним из немногих патриотов, которые действительно болеют за Гагаузию. Сегодня была создана Народно-патриотический союз Девлет для того, чтобы объединить всю Гагаузию. Сегодня в эту организацию принимают всех желающих, вне зависимости от какой партии. Ты в партии социалистов, в партии Шора, либо ты в партии Усатова,
либо в демократической партии. Мы должны собрать все наше общество под нашим гагаузским флагом, а не под флагом какой-либо партии. Когда мы это сделаем, я вас уверяю, что Гагаузия действительно начнет развиваться и расцветать. Потому что молодежь, наша молодежь, гагаузская молодежь, у нас очень талантливая молодежь. Все наши ребята, когда они уезжают за границу, это без разницы, это Россия, Европа, Турция, Америка, они там достигают очень высоких результатов, очень высоких. У нас там есть и молодые предприниматели, у нас есть и творческие люди. Это говорит о том, что у нас очень потенциальная молодежь, и нашу молодежь надо поддерживать. Даже пользуясь случаем, хотел бы поздравить нашего жителя Камрата Александра Романова. Он вчера одержал 11-ю победу подряд. Он уже, у него счет 11-0. Это наш житель Гагаузии. Мы этого парня, и таких как он, должны мы их поддерживать всячески, выделять им и стипендии, и пособия, и жилье социальное, для того, чтобы наша подрастающая молодежь поверила в нашу власть, поверила в то, что у них здесь может быть будущее. Вот когда у нас есть такие ребята, тогда и рождается среди народа патриотизм. Нам есть что ценить. А когда человеку нечего ценить в своем государстве, тогда он не может быть патриотом, даже если он захочет. А вот мы должны ценить то, что у нас есть. Мы должны это всегда рекламировать, и всегда мы должны это приводить как в пример. Вот вы говорите, нужно ценить, что есть. А что вот у нас есть в Гагаузии? Молодежь уезжает, им, значит, чего-то не хватает. У нас есть мало, нету даже ледяных катков, где можно покататься, каких-то Я с вами танцевальных согласен. школ. Вот вы общаетесь с молодежью, что им необходимо, что им нужно для того, чтобы они у нас оставались? Какие у них предпочтения? Они даже, может быть, у нас, как бы, согласен, у нас, я бы не сказал, что у нас много чего есть, но я не сказал бы, что у нас ничего нету. У нас есть и танцевальные кружки, у нас есть и спортивные клубы, но ребята туда не ходят, потому что они там не видят своего будущего. Даже сегодня, Нету развития да, дальнейшего, не видят дальнейшего развития. Сегодня там, молодой человек до 9 класса, до 8 класса, до 12 класса может заниматься спортом, у него хорошо получается, он становится чемпионом Республики Молдова, призером международных соревнований. Но дальше что ему делать? Что ему делать? Жить на стипендию в 1000 или 2000 лей, когда этот молодой человек себе сможет купить жилье, приобрести себе транспорт, прокормить семью, вырастить детей. Поэтому наши ребята уезжают отсюда. А мы должны создать этим ребятам условия. Для этого в первую очередь должно работать наша власть, гагаузская власть. К сожалению, к моему большому сожалению, сегодня они не работают. И за счет этого у нас сегодня вся наша молодежь уезжает. Вот еще такой вопрос. Молодежь сидит в соцсетях, и в соцсетях сейчас активно действует. Вот за какую кандидатуру голосовать? Вот люди выберут. Как вы считаете, можно ли доверять вот этим вопросам? И есть ли какая-то манипуляция? Вот, например, кто-то за нас много голосует, и значит за нас надо голосовать именно в соцсетях. Это Замечаете ли сложно вы манипуляцию какую-нибудь? потому что также есть определенные социальные сети, где электорат у одного кандидата больше, чем у другого. Это есть и Одноклассники, и Facebook, и в Инстаграме, ВКонтакте опросов нет. Сегодня ведутся опросы более часто, это в Фейсбуке, Одноклассники. В этих двух сетях всегда опросы очень сильно расходятся. Поэтому сложно сегодня, опираясь на эти опросы, делать какие-то прогнозы. Сегодня, в последнее время у нас более популярный становится среди наших жителей это сайт Фейсбука. Там опросы иногда я наблюдаю более-менее реальные, потому что мы проводим и наши опросы, проводит наша молодежная организация «Единство во имя будущего» опросы, и наши опросы максимально близки вот именно к этим опросам. Правильно. Да, да. И вот какие планы у вашего молодежного крыла после выборов? Что вы планируете? Ваша работа дальнейшая в этой области? Есть планы, конечно, у нас и после выборов, но у нас есть еще И много до планов есть, да? еще до выборов, до 24 февраля, даже несмотря, что осталось мало времени. Конечно, мы постараемся до выборов мобилизовать максимальное количество людей, молодежи, более старшего поколения, для того, чтобы этот шанс, потому что это действительно шанс сегодня в Гагаузии, чтобы Гагаузия и Камрат имел конкретно 2 депутатов.
и мобилизовать максимальное количество людей для того, чтобы они вышли на эти выборы и сделали правильный выбор в пользу действительно независимого кандидата, в пользу Николая Дудогу. Потому что почему молодежь так активно его поддерживает? Потому что для нас, для молодежи, он показал, на мой взгляд, очень много достойных примеров. Один из таких самых достойных примеров, как бы лично для меня, то, что когда он еще был молодым парнем, может быть, даже в моем возрасте, он у себя дома, в личном доме, в родительском доме организовал детский спорт-лицей и интернат, где он этих ребят воспитывал, вложил в них в душу, сердце. Он тогда, он и другие, как бы, его коллеги, они тогда за свои средства ездили на соревнования, они тогда за свои средства содержали этих ребят. И в дальнейшем эти ребята, они везде выступали под нашим гагаузским флагом. В те времена кто знал о Гагаузии? В те времена практически никто не знал о Гагаузии на международной арене. Но благодаря нашим спортсменам эти ребята, они действительно рассказали многим о том, что есть наша автономия. И эти люди сегодня достигли очень высоких результатов. И наше подрастающее поколение сегодня равняется на тех ребят, которых в свое время он воспитал. Сегодня они не стали наркоманами, либо они не стали алкоголиками, алкоголизмом не увлекаются. Они сегодня стали достойными людьми, которыми гордится вся наша автономия. Он создал с нуля спорт-лицей-интернат при въезде в город Камрад, все его знают. Кстати, Александр Романов тоже выпускник этого спорт-лицея-интерната. Вот это плоды того зерна, которое он заложил еще в то время. Кроме спортсменов, он воспитал более сотни молодых ребят. Это и молодые политики, это молодые руководители, это молодые предприниматели, которых он никогда не выбирал по политическим партиям, по каким-то там родственным связям. Он всегда выбирал тех ребят, которые достойны, которые заслуживают, которые ребята действительно трудятся. Сегодня у нас есть очень много примеров этих ребят, которыми мы, на мой взгляд, должны гордиться. Спасибо вам за дискуссию. Наша передача «Дискуссия» подошла к концу. Мы сегодня обсуждали проблемы молодежи, их предпочтения и насколько они информированы о предстоящих выборах депутата парламента Республики Молдова, которые, еще раз напомню, пройдут 24 февраля 2019 года. И гостем нашей студии был Степан Кара, председатель молодежного крыла Народно-патриотического союза «Дивлет». Передачу провела Елена Янак. До встречи в следующем эфире.